В Ингушетии стартовала серия республиканских субботников, которые проходят в рамках всероссийской акции «Вода России». Цель экологического мероприятия – очистка и благоустройство водных объектов региона. Первый такой субботник прошел в городе Сунжа. Организатором мероприятия выступил Комитет по экологии и природным ресурсам Ингушетии. Репортаж Микаила Тангиева. Родной реке чистые берега. Именно под таким девизом стартует масштабный экосубботник по очистке и благоустройству Сунжского пруда и прилегающей к нему территории. За работу дружно взялись экологи, коммунальщики, местные власти, активисты регионального отделения Российского экологического союза и Миннаца. Не остались в стороне и местные жители. К примеру, 12-летний Мухаммед с большим энтузиазмом принялся за уборку территории и не собирается в работе отставать от взрослых. Мы сегодня проезжали мимо пруда, и мы остановились, и папа мне сказал: давай поможем людям почистить пруд, убрать мусор. Я предлагаю всем одноклассникам, чтобы они сидели дома и убирали везде, каждым субботником. В общем и полезном для всех деле трудятся также молодые активисты, волонтеры и представители национальных культурных общин Ингушетии. Если по-честному работает человек, хороший живут, все нормально будет у него, правильно? Рабочий человек – это благородный. Да, благородный будет рабочий человек. Вот мы здесь как братья, как сестры живем. Алхамдулилlah, нормально все. Чистота нашей воды, нашей природы, нашей экологии – это самый главный, важный фактор для жизни в любом месте, где бы мы ни проживали. Поэтому, это и также свойственно менталитету нашего народа. Люди, которые привыкли к порядку, чистоте, конечно, для нас это очень важно, чтобы не просто, чтобы были реки чистыми, чтобы вообще на территории, где мы живем, где мы дышим, чтобы и воздух чистый был, и вода чистая была. За последние несколько лет на территории Сунжского района ликвидированы все несанкционированные свалки. Только в этом году местными властями собрано и захоронено около 100 тонн мусора, бытового и строительного. Подобных субботников проведено несколько. Польза от них огромная. Работы здесь очень много, как вы видите. Стараемся, чтобы хотя бы было чисто, аккуратно. Убрать мусор, покосить траву, срезать высохшие деревья. И не только. Словом, времени на безделье у активистов нет. Организатором и инициатором серии субботников в регионе выступил Комитет по экологии и природным ресурсам. Начиная с апреля месяца экологами проведено более 100 подобных мероприятий. Последние 2 года по всероссийской акции Ингушетия уверенно занимала первые места. И в этом году ингушские экологи рассчитывают сохранить пальму первенства. Вот эта акция «Вода России», она у нас продлится до сентября месяца. Еще предстоит масса субботников. У нас вообще ежегодно проходит не только «Вода России», но еще и «Зеленая весна», «Зеленая Россия». Все эти федеральные масштабные акции мы максимально поддерживаем и всегда остаемся на достойном уровне. Комитет планирует проводить такие субботники каждую субботу во всех населенных пунктах республики, вплоть до конца месяца. Завершатся мероприятия в день реки Сунжа 24 августа масштабным экосубботником, в котором примут участие министр природных ресурсов России и глава региона. Экологи призывают всех жителей присоединиться к общероссийской акции и внести свою лепту в защиту окружающей среды. Микаил Тангиев, Рамзан Миржев, Новости 24.